Роман Костюченков в прошлом предприниматель из Визинги Сысольского района. В январе 23-го заключил контракт с Минобороны России. В августе на Солидарском участке Бахмутовского направления получил тяжелое ранение в ногу. Вернулся домой. Сейчас проходит реабилитацию. Скорее бы поправить здоровье. Роман рассчитывает вернуться на передовую. Занимаемся активно спортом для восстановления после ранения. Адаптивный спорт, конечно, очень сильно помогает в восстановлении. Вместе с Романом столичный бассейн посещают и другие участники спецоперации. Занятия проходят несколько раз в неделю. Спортивные упражнения в воде благоприятно сказываются на здоровье, имеют мощное общеукрепляющее и лечебное воздействие. Нагрузка на связки и суставы ощутимо снижается, и для совершения активных движений не требуется прикладывать большие усилия. Это особенно важно в реабилитационный период, когда следует избегать сверхнагрузок. У нас занятия 3 раза в неделю. Все знают, что вода она помогает от всего. Ребята с разными ранениями помогает развивать и ноги те же там разрабатывать. У кого-то там больная спина, шея. Потихонечку плавают, хорошо помогает. Весь организм абсолютно восстанавливается быстрее, потому что движение – это жизнь. То есть если человек двигаться не будет, соответственно, он будет восстанавливаться медленнее. А благодаря плаванию, благодаря движению в воде, сопротивлению, мышцы быстрее восстанавливаются. Плюс атмосфера, температуры в бассейне, она закаляет организм. Помимо плавания в расписании участников спецоперации и другие виды спорта – настольный теннис, волейбол сидя и даже стрельба из лука. Каждый может найти себе дело по душе и сосредоточиться на чем-то одном, чтобы потом отправиться на соревнования. Тем более, что и положительный пример уже есть. С 3-го межрегионального кубка защитника Отечества, который недавно прошел в Калужской области, наши спортсмены приехали с победами. Была отправлена первая команда на Кубок «Защитники Отечества» в Калуге, где ребята соревновались в различных спортивных мероприятиях и привезли к нам в регион победные медали и кубки. И это вот может свидетельствовать тому, что ребята хотят быть задействованы в спорте, хотят быть вовлечены в это направление. Проект «Сильны духом» нацелен на адаптацию ветеранов с особенностями здоровья к мирной жизни, развитие их навыков и самореализацию. С марта этого года спортивные залы возможностей открыли свои двери для ветеранов специальной военной операции, получивших ранения по всей республике. В каждом муниципалитете региона будут реализовываться индивидуальные программы по нескольким направлениям. Мы сегодня работаем с каждым муниципалитетом, каждый из них определяется, по какому виду спорта они смогут предложить участникам специальной военной операции проходить спортивную подготовку или физической культурой заниматься. В основном это плавание, где-то армрестлинг, пауэрлифтинг, волейбол сидя. Чтобы у спортсменов было больше мотивации, движение планируют развивать и дальше и вовлекать в него как можно больше участников. Осенью в Коми проведут региональный этап Кубка защитника Отечества. Каждый сможет проверить свои силы, а лучшие поедут представлять республику на федеральный уровень. Ксения Лосева, Алексей Корчма, Иван Богомолов, Роман Боровиков, телеканал Юрка.